приветствовать вас на площадке Общественной палаты Республики Коми. Очень рад, что вы так, с такой завидной регулярностью стали нас посещать, и надеюсь, что для вас эти встречи полезны. Сегодня семинар-практикум на тему участия в грантовых конкурсах. Самым, наверное, правильным решением, я посчитал, будет не рассказывать вам о том, как участвовать, именно не рассказывать, не превращать все это в теорию о том, как писать проекты, а прям попытаться написать его. И не на каком-то конкурсе, который еще будет когда-то или уже был, а на конкурсе, который прямо сейчас идет. То есть то, что мы сейчас с вами проделаем, можно будет практически использовать для того, чтобы получить какие-то средства и реализовать какую-нибудь свою идею. Сейчас идет конкурс «Активное поколение». Конкурс, главный организатор конкурса — это фонд Геннадия и Елены Тимченко. Огромную им лично выражаю благодарность и всем сотрудникам фонда за то, что у них множество социальных программ реализуется по всей России. Федеральный партнер — это фонд «Добрый город Петербург». Наш региональный организатор и куратор данного конкурса — это организация «Коренные женщины Коми». Им тоже огромная благодарность за то, что они перенесли этот проект в наш регион и его курируют, очень большую работу проделывают. Я лично тому был свидетелем, нюансы не так важны. Они очень большие молодцы, поддерживают, помогают писать проекты общественные, помогают отчитываться. Это Князева Галина Алексеевна. Преамбула. Да? Галина Алексеевна Князева, да. И Захаренко. Ее заместитель, по-моему. Да. Огромное им лично спасибо. Конкурс с 6 апреля по 16 мая будет идти. То есть у нас есть примерно месяц на то, чтобы сформировать свои идеи, оформить их в проект и подать, и получить какие-то средства. При участии в любом конкурсе, само собой. Я вам раздал формы для заполнения. Смотрите, потом мы с вами, у меня сейчас время уйдет, но я думаю, потом это как-то, я даже не знаю, как исправить. Давайте я вам пустые листки дам, на них можно подписать. Листочка? Да, тут вот листки. Дайте ему, я возьму. Кстати, у нас присутствует победитель этого конкурса. В прошлом году Руслан Вильданович Искандаров в прошлом году он победил в этом конкурсе и выиграл 100, да? Нет, я 25 тысяч победил, выиграл и реализовал свой проект. Он назывался «Музыка жизни». Да? «Музыка жизни». Творческий, хороший, интересный, очень социальный проект. Если интересно, он вам подробнее о нем расскажет. Сейчас постараемся оформить все, примерно за часик, да, такой кросс, так сказать, по созданию проекта. Быстренько ознакомимся. Смотрите, я вам раздал формы для заполнения. Мы сейчас их, так сказать, накидаем, да, наши с вами проекты. Не хватило формы. Вот, это ее. Потом я рекомендую всем набрать это все-таки на компьютере, либо, во всяком случае, если вы сами с компьютером по каким-то причинам не работаете, хотя бы кого-то попросить. Намного проще будет это сделать именно когда у вас хотя бы рукопись уже есть. Не пересказывать идеи, да, на ходу не сочинять, а у вас уже все написано, и дооформить, во всяком случае, будет уже намного проще. Далее, если прям уж совсем будет не к кому обратиться, можете даже прийти сюда. То есть у меня был такой опыт, когда мне человек давал рукопись, и я набирал за него проект. Это тоже возможно, но не забывайте, что всем я не могу за вас писать проекты и делать полностью за вас все. Помочь настолько, насколько это нужно, это да. Но постарайтесь все-таки максимально свои ресурсы использовать.
Вот, мы как бы заполним форму для того, чтобы вам потом было проще именно проект написать. Надеюсь, более того, я уверен, что у вас есть свои идеи. Да, вы сюда пришли, кстати, не с пустой головой в плане именно идей, а мысли есть. Вот я знаю, Ольга Константиновна, она пришла немного заранее, она мне говорит, у меня 7 идей, 7 проектов. Кстати, тоже для мотивации. Вот мы с Ольгой Константиновной работаем с 2013 года. И она при помощи своей общественной организации привлекла бюджетных денег уже более 1 миллиона рублей. Несколько проектов она реализовала. Она большая молодец. И все проекты у нее умница, да, умница, направлены на благоустройство своего родного села и на то, чтобы у жителей был интересный здоровый досуг. Вот, то есть плодотворные результаты. Поколение тоже выиграло. Ты меня не назвал. Ты Да? назвал одного человека, а я 215 тысяч выиграла. Здорово, поздравляю. Поздравляю. Сам в курсе и забыл. Через я уже извиняюсь, столько проектов прошло, я просто уже не помню всех, кто где побеждал. Вот. В активном, да, выиграли? Это в активном поколении? В активном Там поколении больше 215 наверное, тысяч Там выиграл. больше 100 же. Там больше 100 нельзя. А я не первый раз, поэтому дали 215. Тогда лучше, наверное, вас послушать. Может быть. Бывает не только идея, а именно его оформление. Приведу кое-какой пример, когда это критически важно. Вот, например, при участии в одном из конкурсов, там вот пустая графа, это вот в пустых графах обязательно ставить прочерк. Если вы оставляете пустую графу, вот у вас нет информации, да, какой-то, допустим, не было опыта реализации проектов, соответственно, графа пустая, это первый ваш проект. Вот иногда в правилах прописано, что нужно ставить прочерк, а вы оставляете графу пустой. И организатор вправе признать, что вы этот пункт не заполнили и даже отказать вам. Понимаете? Насколько иногда критически важно правильное оформление проекта. Вот, Руслан, помнишь, мы же много раз дорабатывали проект именно в плане оформления. Идеи и их там социальная значимость, это часто не вызывает никаких сомнений. Безусловно, это там важно и просто на самом деле там не вызывает сомнений. А именно оформление в проектной деятельности, к сожалению, наверное, иногда вот очень важно. Вот, я распечатал несколько образцов проектов, которые в прошлом году также победили. Это проекты, к которым было всех меньше замечаний именно по оформлению. Именно по оформлению. Суть там, идея, да, это спорно. Кому-то там, допустим, у кого-то проект из области культуры, у кого-то более инфраструктурный, дорогу надо починить. Это все важно, но в своих областях. Но их объединяет оформление. Вот именно я вам их сейчас тоже раздам, с тем, чтобы вы могли опираться, наверное. Вот. Но я их у вас потом заберу, вот, так как это все-таки чьи-то проекты. Вот. Сейчас раздам. Я думал, вы как бы группами будете сидеть. Может разбиться на группы? Вот, чтобы вы как бы как-то взаимодействовали. Так было, может быть, немножко. Нашу Молодые люди, я извиняюсь, я 100 тысяч выиграл. Я в декабре выиграла. Это вот все, когда мы группу, это говорит, это хорошо. Поэтому мне в один год сразу это. А у вас из какой? Вот 90% организаций, они пренебрегают внимательным прочтением положения. Особенно те, кто когда-то уже участвовали. Если они еще и победили, то второй раз, к сожалению, их часто ожидает поражение на поприще завоевания грантов. Положение всегда нужно внимательно читать, и там уходит на это времени немного, полчаса-час. И лучше это делать там, с фломастером, с маркером, взять и прочитать положение, и посмотреть, какие там правила и условия. Потому что там описаны сроки, да, там, когда нужно реализовывать проект. Смотришь, бывает проект, а сроки не те. Суммы запрашиваемые указаны, например, больше 100 тысяч не даем. Смотришь смету, запрашивают 300. И вот возникает вопрос, вы заглядывали вообще
вот, положение или нет. Самое главное понять, так сказать, правила игры. Это, ну, это же жизненное правило, оно же касается и проектов. Так, и давайте бегло ознакомимся с положением. Ну, название конкурса и немножко информация о тех, кто его проводит. Цель конкурса – поддержка гражданских инициатив, направленных на решение локальных задач, связанных с повышением качества жизни пожилых людей в местных сообществах. То есть отсюда уже можно понять, что этот конкурс направлен на повышение качества жизни именно пожилых людей. То есть мы уже не будем с вами писать, да, о том, что мы помогаем детям. Вот, да, то есть мы должны обязательно указать то, как будут задействованы пожилые люди. Это с какого возраста? С Вот не указали. 50. В реализации проекта. Кстати, вот видите, возраст не определен, я сам даже затрудняюсь ответить, с какого возраста, что у нас считаются люди пожилыми. Но, опять-таки, мы с вами пишем проект, это все-таки дело творческое, да, и вот приведу пример, я его часто привожу. Когда в прошлом году мы помогли садику победить в этом конкурсе. Они закупили детское оборудование, установили его у себя на территории садика. Садик, да, то есть, но как они преподали проект? Они привлекли местную ветеранскую организацию, куда входят как раз таки пожилые люди. И договорились с ними о том, что они будут проводить совместно на территории садика на новом оборудовании, ну, детском, какие-то занятия вместе с детьми. И таким образом удалось решить сразу несколько проблем. И садик был частично благоустроен, и деткам новое оборудование, и взаимодействие с местной ветеранской организацией, где много пожилых, наладилось, и в течение времени реализации проекта, причем, по-моему, и продолжается сейчас, пожилые люди приходят во время того, как детки гуляют, и совместно проводят какие-то мероприятия, там зарядка, еще что-то. Ну, вот такой интересный выход творческий позволил садику победить в конкурсе для пожилых людей, можно так сказать. Вот. Ну, в рамках конкурса поддерживаются проекты, включая, но не ограничиваясь следующими направления. Социальная и профессиональная адаптация пожилых людей, развитие взаимодействия между поколениями, включение людей старшего поколения в профессиональное, духовное, физическое воспитание детей и молодежи. Да, детей, это вот о чем я говорил. Возрождение и поддержка семейных ценностей и традиций, внедрение новых социальных услуг для пожилых людей, преимущественно в сельской местности, развитие навыков предпринимательства среди пожилых людей, развитие добровольчества среди людей старшего поколения, привлечение волонтеров старшего возраста к оказанию помощи сверстникам и другим целевым группам. Не забывайте о том, что в рамках каждого конкурса объявляются некоторые ключевые направления для проекта. И одно вам всегда нужно обязательно выбрать. Всегда нужно выбрать направление, в котором будет реализовываться ваш проект. Вот, тут в рамках конкурса преимущества будут иметь проекты, отличающие следующим характеристикам. Видите, я пока именно сами характеристики даже называть не буду. Видите, вам организатор конкурса, он вам как бы подсказывает и говорит, даже не подсказывает, а напрямую говорит. В рамках конкурса преимущества будут иметь проекты, отличающие следующим характеристикам. Да? То есть он подсказывает, какие проекты победят. И ваша задача в описании вашего проекта учитывать эту информацию. То есть вот первый же проект, предполагающий дальнейшее развитие. Вот, многие проекты, они будут развиваться и действовать, даже когда проект на бумаге, вот мы там 30 января заканчиваем. Но многие проекты живут и дальше. Многие. Но если вы об этом не напишете, то ваш проект будет оценен немножечко хуже. Это увидит, что ваш проект закончился. А что дальше? Даже если они это подразумевают, но не увидят на бумаге, то чуть-чуть оценка будет ниже. Проекты, формирующие активную жизненную позицию и способствующие общественной самореализации людей старшего возраста. Тут надо написать, понятно, о людях старшего возраста. Я рекомендую часто использовать прям фразы из положения, чтобы не надо все выдумывать. В положении написано то, что вам нужно написать. Пользуйтесь этими формулировками.
Можно даже, вот вы написали цель, задачи проекта, описали, вы так и пишите. Наш проект формирует активную жизненную позицию и способствует общественной самореализации людей старшего возраста. Как он это делает? Это понятно, это вы опишите, но вы вот эту прям фразу пишите. Вот. Проекты, предлагающие обучение различным навыкам и дальнейшее привлечение пожилых людей к активному использованию и распространению этих навыков среди других представителей целевой группы. Вот смотрите, предлагающие обучение различным навыкам. Какой бы ни был ваш проект, включите туда элемент обучения. Вот там для примера, да, вот у Руслана был проект, связанный с музыкой. Да, ну, не уточняя, что за проект, можно туда включить обучение пожилых музыке. Можно? Можно. Потом у нас был вот проект, о котором я говорил, в садике. Мы пожилых людей ведем в садик, чтобы они занимались с детьми. Могут педагоги садика обучить пожилых людей первичным навыкам занятия с детьми? Могут? Могут. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть в любой проект при небольшом умственном творческом усилии можно включить элемент обучения. Согласны? Музыки какой обучали? Ну, это уже конкретика. Разрешите. Вот, например, проект обучения, скажем так, старшего поколения музыки. Обязан ли, скажем так, руководитель проекта иметь какое-то образование для этого, скажем так? И что-то это обязательно? Так, хороший вопрос, но именно вот такие нюансы лучше уточнять непосредственно у организатора конкурса. То есть, что он будет подразумевать под обучением? Привлечение профессиональных специалистов? Если это так, то да. Но именно в данном случае я думаю, что скорее всего нет. Если именно диплом не понадобится, я думаю так, что будет достаточно подтверждения информационного и в отчете. Если будет видно, что обучение прошло, я думаю, вот именно в этом конкурсе этого будет достаточно. Например, при участии в президентских грантах, там они каждое слово проверяют, и там, скорее всего, позаботятся о том, чтобы это был действительно дипломированный специалист. Раз он учит вокалу, лучше, чтобы какая-нибудь бумажка об окончании хотя бы музыкальной школы, даже не о том, что он преподаватель, а просто об окончании, лучше, чтобы было. Либо какое-то иное подтверждение. Вот. Я, знаете, допустим, у человека своя группа, но он самоучка. Мне кажется, он многому может научить, но он без бумажки. Вот. Сам затрудняюсь. Вот я думаю так, что в этом конкурсе это пройдет, а в президентских грантах может и не пройдет. Если вот дать музыку, да, нам необходимо вставить обучение, и мы вот таким образом. А если, например, наоборот, проходит обучение уже, он еще бумажки не видит, но он обучается, он имеет право, скажем так, уже работать в направлении? Как бы практика. Да. Да, я думаю, да. То есть тут будут именно вот такого рода нюансы лучше уточнять непосредственно у организатора. Я думаю, да. То есть я думаю, что... При обучении вокалу даже дипломированный специалист может испортить голос, неправильно поставить. Да, это тоже очень важно. Это тоже и здоровье, да, заставит его кричать на улице. Вот, но нам отсюда главное что? Да, то, что, о чем мы говорили. О том, что если нужно, необходимо, написано, что вставьте элемент обучения. Вам, подумайте, как это сделать. Если принципиально не сможете, ничего страшного, там, не будем же мы обманывать, да, организатора конкурса. Но если это возможно, то это нужно сделать. А пожилых людей, которых обучают заниматься малышами, если у них старческая деменция или они психически нездоровы, они не имеют права близко подходить к малышу. Само собой. Тут в проекте можно наворотить много чего. Да, медицинские особенности, тем более ограничивающие какую-то деятельность, конечно, нужно учитывать. То есть это отчасти будет работа и организаторов конкурса. То есть посмотрите, из какой области проект, и если вы там написали прям всего, и проект кажется идеальным, то, может быть, стоит и проверить. Не только в детском саду, пожилые люди, обучить их, а может их близко подходить. Может быть. Такой, вопрос, он правильный, достаточно серьезный, но тут, понимаете, даже вот
такого рода сомнения можно, наверное, подвергнуть абсолютно всю там грантовую деятельность, вообще всю деятельность человека. Можно. Вот всю, ну, именно такого рода. Я это не спорю с вами, это просто, ну, даже дополнение. Вот Министерство экономического развития проводит конкурсы, да, для организаций, создания детской площадки, да, купили оборудование, допустим, некачественное. Насколько там, и там кто-то поранился, насколько будет Минэк виноват? Будет ли он виноват в том, что люди купили некачественное оборудование? Ну, тут такая длинная связь. То есть, да, я понимаю, о чем вы, но мы на собственный здравый смысл тоже должны рассчитывать. Хотя бы Все немножко. очень сильно забюрократизировано. Ну, Это- контроль нужен. Это вот Может быть оборудование качественно, а установка Да, безработными. вот, допустим, Хотя вот, бы еще, так. еще лучше вы даже Да. пример привели. То Устанавливали есть не люди специалисты. своим трудом хотели сделать вклад и плохо установили оборудование. Реально вообще самоуправление могут. Вы как некоммерческая организация, а тут органы местного самоуправления, то есть администрация. А ну. Да, у нее свой бюджет есть, их деятельность она и так финансируется. Сроки проведения конкурса, ну это там не требует комментария, да? У всех свои. Куда подавать там заявки, тоже, думаю, комментария особого не требует. Этапы проведения конкурса. Вот видите, консультации по написанию заявки. Всегда старайтесь, ну, с каким-то либо с координатором, то есть там, в данном случае с нами, либо непосредственно с организатором конкурса связаться. Потому что, вот как один совет, которого я придерживаюсь, вот, что-то понял, даже правильно, ты потом убедись, правильно ли ты понял. Вот, то есть не стоит там быть уверенным на 100%, даже если будет мой 7-5 во лбу, надо всегда подстраховаться. Не стесняйтесь, организаторы конкурсов, они всегда очень доброжелательно и приветливо относятся, когда к ним заявители обращаются. Они заинтересованы в том, чтобы к ним качественный проект попал. Качественный, правда, именно с их точки зрения. Это вам уже нужно учесть. Вот, да? Ну, мы понимаем, да, вот о чем мы сейчас говорим. И вам тоже нужно понять, что они подразумевают под хорошим проектом. Чужой монастырь. Да. Идея ваша должна быть, да, но какие-то нюансы, может быть, нужно к ним прислушаться. Так, сроки. Вот очень важный момент. Сейчас на положение это долго, ну ничего страшного, да? Очень важно подавать проект в первые числа приема заявок. Очень важно. Вот опишу сейчас две ситуации. Допустим, проекты нужно подавать с 1 по 30 число любого месяца. Если мы подаем проект в первое число, то мало кто подал, таких же, как мы, ответственных людей, мало появилось. И организаторы конкурса, они берут и читают ваш проект. То есть они в него вникают, у них информации в голове пока еще мало. И позвонив на следующий день, вы, скорее всего, можете получить какой-то конкретный совет, что можно доработать. Хотя многие пишут, что проекты не рецензированию не подлежат и вам не дадут никаких комментариев. Но на практике, вот мой опыт говорит мне, что они всегда готовы вам посоветовать, что с их точки зрения нужно в вашем проекте улучшить. Вот ни один организатор конкурса, вот сколько мы 4 года работаем, не отказал. Когда мы звонили и интересовались о том, вот тут пункт непонятен, что вы имеете в виду, всегда все отвечали. Вот. Это если мы в первый день подаем. Теперь знаете, что происходит, когда мы подаем 30 числа? Если мы, допустим, подали проект. Допустим, они смотрят ваш проект, привожу такие примеры живые, которые были на самом деле. В комплект документов вы подали там заявка, проект, копия учредительных документов и опись. В правилах написано, что описи нет. Что на описи должна быть печать. Формальный отказ. Да, они берут 30 число месяца. Вот в первый день, 1 число, вам бы сказали, у вас печати нет. Вы бы ее поставили, у вас бы приняли проект. В 30-й день они смотрят, они вам ничего не говорят, сразу в мусорку. Понимаете? У них и в 30-й день, в последний день подается, как правило, 80%. Вот в последние 3 дня конкурса подается 80% заявок. Это официальная статистика, ее в прошлом году один из операторов называл, когда они приезжали к нам, также обучающие семинары проводить.
80% всех проектов подаются там в последние дни. Им некогда проверять, они ищут там повод вам отказать, потому что десятки, а то и сотни проектов к ним приходят, они их даже зарегистрировать не успевают, не то что там посмотреть. Поэтому это в ваших интересах. Если вы нацелены на победу, готовим проект заранее. Последний день 16 мая. Подачи вот проектов, которые мы сейчас с вами будем готовить. Желательно нам с вами потрудиться и там, через недельку уже подать. Да? Вот. Территория проведения конкурса, это понятно. Условия финансирования для юридических лиц и органов 100, для индивидуальных, для инициативных групп 25. Условия использования средств, это почитайте, что можно, что нельзя. Ограничения, тоже, понятно, что для коммерции нельзя, для покрытия долгов организации, понятно, что нельзя. В проекте написано, представляете, мы долги покроем, а потом как заживем. Я бы хотел ради интереса просто почитать что-нибудь подобное. Так, на проведение международных конференций. Нельзя. Так, сроки реализации проектов. Вот тоже. Международных, да? Да, а всероссийскую можете. Вот. Начало реализации проектов, важно, не ранее 1 июля. Вот строчечка где-то в середине положения. Не заметите? Думаете, сейчас апрель. В мае деньги дадут, в мае начну или в июне. А можно только с 1 июля. Важный момент. Вот проколитесь, все. Окончание реализации проектов не позднее 31 января. То есть до конца следующего года проекты должны быть реализованы. Вряд ли у кого-то, конечно, будет проект рассчитанный на 2 и 5 лет. В всяком случае, можно его на бумаге, то, что мы заявили, завершить, и дальше проект может сам развиваться и продолжать существовать. Это даже будет приветствоваться. Так, процедура подачи проектов. Это тоже без комментариев, почитайте. Сколько заявок можно подать? Там вот заявка не более 5 страниц, шрифт указан. Это нечего комментировать. Какие документы необходимо приложить, это тоже почитайте самостоятельно. Но вот обязательно почитайте, потому что я сам помню. Это вот что для ТОСТа и для НКО, правильно? Вот юридические лица, какое-либо НКО, это тоже юрлицо. Так вот куда? Что смотреть, юрлицо или ТОС? Вот если вы НКО, но не ТОС, значит вы юрлицо. Видите, они почему-то именно ТОСы из других НКО выделили и просят какие-то особенные документы у них. Поэтому прочитайте. Так, в случае, если заявка на конкурс подготовлена инициативной группой, партнерстве необходимо представить. Тоже написано, что документы для инициативных групп. Заявка должна быть представлена на бумажном носителе в формате А4, один экземпляр и в электронном виде. И на бумаге, и электронный вид. Заявки, направленные на электронную почту, не рассматриваются. Важные условия, нюансы, их учтите. Те, у кого можно получить консультации. То есть вот у нас в Коме есть Николай Волохов, мой близкий и хороший приятель, он почти в любой момент с 9 до 17:30 готов вам помочь в составлении заявки и даже готов вам помочь. В общем, можно у него тоже проконсультироваться о том, что писать. Процедура рассмотрения, это попозже. Этапы реализации конкурса. Вот, еще очень важный момент в положении, о чем мы с вами уже говорили, и мы вроде сошлись на мнении о том, что это очень важно. Критерии оценки проектных заявок. То есть организатор конкурса, он уже свои критерии выставил. И нам нужно постараться им соответствовать. Для этого неплохо было бы их просто знать. Это я возвращаюсь к тому вопросу, что обязательно читайте положение. Это банально и просто, но это очень важно. Именно знаю, что многие не читают. Вот. Так, очень важно еще, многие пользуются образцами того года. Допустим, положение поменялось.
И вы сами вот стоите в капкане и просто ждете, пока он закроется. Вы читаете свежие положения. Так, финансирование и реализация проектов. Ну, порядок финансирования тоже отдельно посмотрите. Общие Дмитрий, вот на финансирование давай лучше посмотрим, потому что в прошлый раз они двумя траншами финансировали. И тут если мы прописываем проект и прописываем субсидирование на всю сумму, а они разбивают ее. Да, важно, Вот, важное это замечание, очень точно. важно. Да. Причем важное замечание, потому что далеко, ну вот это не редкий случай, когда финансирование проекта идет не одной суммой, а именно несколькими. Там, допустим, 70%, да, или 80% вам дают, вы реализуете проект либо наполовину, либо там на 70%, потом вам дают остаток суммы. Еще промежуточный отчет. Да, и по итогам промежуточного отчета дают только остаток. Да. Там своя форма тоже. Вот это очень важно. То есть вы должны, зная это условие, вы должны так спланировать управление там, финансами и вашим проектом, чтобы вам хватило. Да, условно, если вы хотите, если у вас проект на приобретение оборудования, и вам нужно все 100% на это потратить, а вам дадут только 80%. То есть мы понимаем, что так мы проект не реализуем. Вот, да, если нам дали 80%, либо мы вложим свои и будем ждать возврата, ну, либо еще что-то. То есть вот этот нюанс, да, он на самом деле очень важный. И давайте даже вот этот вот прям прочитаем. Если в отношении проекта участника конкурса было принято положительное решение о финансировании, то он становится победителем конкурса и обязан принять участие в семинаре по управлению проектом. Видите, вас еще обяжут в семинаре поучаствовать. О дате проведения семинара администратор конкурса уведомляет победителя дополнительно. Финансирование проектов организации победителей конкурса осуществляется путем заключения соответствующих договоров между организациями-победителями и администратором конкурса. Финансирование проектов инициативных групп победителей конкурса будет осуществляться путем заключения соответствующего договора с некоммерческой организацией. То есть, смотрите, инициативная группа это мы, но договор с некоммерческой организацией. То есть мы уже сейчас должны подумать, кто будет нашим партнером, через кого придут деньги. Как нам, вот как группе физлиц нам их не дадут, даже если мы победим. Нам нужна организация партнеров, через кого Кто сможет выступить как в прошлый раз? В этом году, вот в прошлом году мы помогали не только писать проекты и получать деньги, но да, и выступали организации партнером. Точно не знаю. Мне кажется, вот если будет крайний случай, конечно, придется помогать, но не обещаю, это связано именно допустим, с тем, что с отчетность иногда. Движение все равно проходит. И движение не конкретно по вашему проекту, а мы нескольким организациям помогли, и у некоторых была плохая отчетность. И даже не в том дело, что она была некачественно сделана, это мы бы помогли. Допустим, не своевременно они ее сдают. Мы звоним, их теребим, вот мы выступаем некоторым гарантом, да, для фонда федерального, который распределяет деньги. С нами заключен договор. А вот это вот физлицо не делает отчет. И вот Бог его знает, куда они деньги дели. Да, на самом деле. Вы покажите там фотографию, где вы проект свой реализуете. И вот бывает там, не дозвониться. Слава Богу, что все хорошо, но вот эти вот нюансы, они именно в организационной плоскости лежат и в плоскости взаимоотношений человеческих. Вот не хочется, чтобы нас подводили, потому что у нас сейчас плохо говорить о себе хорошо. Ну ладно, у нас сейчас хорошая репутация, и мы не хотим по чьей-то вине ее портить. Когда нас подводят, мы же не будем за кого-то лепить отчетность. Да? Вот, поэтому вот этот риск. Вообще мы готовы помочь, мы готовы помочь. Точка, даже восклицательный знак. И если надо, мы это сделаем, мы это делали. Вот. Но просто в ответ мы просим по-человечески, организации, партнеры, вы их тоже не подводите. Вот надо там до 15 числа сдать отчет, даже заранее сделайте, чтобы 15 числа не созваниваться и не выяснять, что оказывается ничего не готово. Вот. Еще по отчету замечаем, когда сдавали отчет в прошлом году, было такое условие, которое не прописано в положении.
это собрать все данные вместе с телефонами тех людей, которые были задействованы в проекте. У меня с этим вообще проблема началась. Я провез там, у меня 3 автобуса было. Представляешь, а потом как мне всех их собирать опять? Ну вот, к сожалению, и организаторы конкурса иногда допускают организационные оплошности. Здесь тоже это будет. То есть вот здесь это тоже будет вообще. Все, кто принял участие в проекте, должны написать фамилию, имя, отчество и свой контактный телефон, чтобы с ними могли созвониться и спросить, было. Вот у меня вот, да. Важный нюанс. Нам в итоге, вот зная это, у нас выбор один. Нам нужно будет подстроиться. Ну, в любом случае. Тут как бы, как сказать, кто платит, тот закается в эту музыку, да. И даже если его вкусы поменялись, придется слушать что-то другое. Вот это примерно такая ситуация. А если именно в отчетности возникнет какое-то новое требование, то нужно будет хотя бы постараться его выполнить. Если это будет совсем невозможно, то нужно будет это как-то объяснить. Ну, к сожалению, это так. Кстати, нам даже сейчас идет вот сбор заявок, да, можно еще успеть переговорить с организаторами конкурса именно по этому вопросу. О том, чтобы они хотя бы включили это в положение, да, то что это будет как часть отчетности. Форму отчетности скинут, это сразу так. Чтобы люди знали, да. А то они форму отчетности промежуточную одну скинули нормально, мы делаем. Финальная другая. Это да? Нету. Финальная скидывается, и вот с такой таблицей, как деется. Вот, да, это тоже хорошее замечание. Дима, у нас еще, смотри, какой отчет получился, по этому же активному. Отчет в прошлом году сдала, все нормально, все хорошо. В этом году, через полгода, они проснулись и говорят: Ольга Константиновна, дайте ваше движение средств на счете. Я говорю, а зачем? Я в декабре уже другой проект выиграла. Какое движение? Ну ведь мы вам выдавали деньги, но я же отчиталась. И все равно требует движения банковских средств. Я ответила, вы не налоговая. И все, и развернулась, ушла. Да, обязательно почитайте о фонде Тимченко, как об организаторе конкурса. Если будете с ними общаться, с кем-то из сотрудников, хотя бы скажете им что-нибудь о них, проявите, так сказать, уважение какое-то. Хороший объяснение. Ну, да, так. Ну, в принципе, с положением мы с вами познакомились вкратце. Ушло, даже видите, с комментариями у нас ушло 45 минут, даже чуть меньше. Просто прочитать и выписать главное, у вас бы еще меньше времени ушло. Понимаете, да? Именно выписать самые важные опорные точки ушло бы меньше времени, поэтому еще раз скажу, читайте положения. Они не слишком сложные для того, чтобы их прочитать. Вот, а теперь даже можно было и не забывать. Давайте попробуем написать проекты прямо сейчас, для того, чтобы вам потом было легче это сделать. И если у вас возникнут какие-то сложности, то мы попробуем там коллективно их решить вот прямо сейчас. Попробуем вместе поработать над вашими проектами и начнем сначала, все согласны? С тем, что это практическая работа. Попробуем. Ну, лучшая работа, да, это практика. Вот. Так, я еще себе даже... У нас нет университета посмотреть, что они делают, и добавить туда то, что еще они не делают. Например, я пришла к Артемию. Люда, просят тебя, чтобы ты не ты была руководителем общественной палаты, понимаешь, ты же хочешь, наверное. Я пришла к Артемию, еще когда не было проекта «Третий возраст». Пришла, говорю, да, вот у нас Народный университет, я хочу, чтобы Народный университет был не только для активного поколения, не только для пожилых, а вот хочу для всех. Вот, например, вы желаете, пожалуйста, посещайте лекции, хотя вы не пенсионер и так далее. Я хотела для всех. Он спросил меня, а вас на компьютерах учат? Я говорю, нет. А вас работать с телефоном учат? Нет. Он взял от меня информацию, он видит, что этому не учат, вот давай на этом. И он раскрутил этот проект вот именно на обучение работе на компьютере и работа с телефонами. То есть, а там и танцы пошли, и пение и так далее, и так далее. То есть... И ты делай так же. Нет, вот я и говорю, что это вот можно, говорю, сообща. Вы же собрались, чтобы делать сообща. Что значит нет, это не сообща. Это один проект он реализовал, ты реализуй, что ты не реализуешь? Что просто ля-ля?
обсуждать. Я только Нет, здесь не площадка для обсуждения. Мы правильно вот Нет, это об этом проект говорили. составить. Это площадка не Потому для что обсуждения. никто, вот я прочитала все высказывания о докладе Гапликова, и никто не обратил внимания духовной опоры Возрождения. Духовная нравственная опора Возрождения надо было написать. Никто не задел эту тему зачем это? Никто. Людмила Харитоновна, то есть это не по теме разговора, это не по теме